Приток туристов в Кыргызскую республику увеличился по сравнению с прошлым годом почти в 1,5 раза. И связано это не только с геополитическими событиями и снятием ограничений по ковиду. Наша страна вызывает большой интерес зарубежных туристов, и сегодня туризм имеет все шансы стать локомотивом нашей экономики. Богатая кочевая культура, уникальная природа, чистый горный воздух, гостеприимство народа и многое другое дают нашей республике конкурентные преимущества и возможность стать лучшим туристическим направлением для отдыхающих из ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня нужна лишь стабильная, планомерная и методичная работа по комплексному развитию туристического сектора. Именно этими занимается Фонд поддержки развития туризма, который был создан в марте 2022 года. Его уставной капитал – 1 миллиард сомов. С момента начала операционной деятельности в мае текущего года Фонд поддержки развития туризма запустил 54 проекта. Часть уже претворена в жизнь, а остальные находятся на разных этапах реализации. Устойчивое развитие туризма путем создания максимально благоприятной экосистемы для туристического бизнеса. Это основная миссия Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской республике. На этом пути фонд преследует 3 главные цели – увеличить приток туристов, привлечь инвестиции, создать наиболее благоприятные условия для всех гостей, отдыхающих, бизнесменов и инвесторов. Туризм в Кыргызской республике должен приносить доход круглый год, а инфраструктура – отвечать международным стандартам. При этом мы должны сохранить экологию. Для этого нужно переходить от стихийного туризма к более организованному, чего можно добиться только при активном участии государства в туристическом менеджменте. Именно на эти цели направлена реализация национальных проектов в сфере туризма. Самым крупным из них является проект зоны отдыха Ала-Арча Резорт в ущелье Орусай. Это будет огромный комплекс для любителей горного и горнолыжного туризма. Планируется построить 3-километровую гондольную канатную дорогу. На территории комплекса будут возведены гостиницы, глэмпинги, рестораны, чайхана, детские игровые площадки и другие развлекательные объекты. Проложат более 100 километров горнолыжных трасс. Ежедневно зону отдыха в Орусае смогут посещать 10 тысяч отдыхающих. Стоимость проекта – 101 миллион долларов. Строительство канатных дорог доверят австрийским специалистам, имеющим многолетний опыт в этом деле. Мастер-план по проекту строительства уже подготовлен. Другой, не менее амбициозный проект фонда – строительство спорткомплекса международного класса Тамга на южном берегу Иссык-Куля. Это будет уникальный центр для реабилитации и подготовки спортсменов, в том числе олимпийцев. Австрийской компанией уже подготовлен мастер-план. До 80% окупаемости планируется обеспечить за счет профессиональных спортсменов и организаций, а также любителей спорта. Примерная стоимость проекта – 62 миллиона долларов. Развитие сети санаторно-курортных объектов. Еще один национальный проект включает 32 объекта. Общая его стоимость – 960 миллионов долларов. В рамках проекта модернизируют 25 санаториев и курортов страны и построят 7 новых объектов в каждой области. Лечебно-оздоровительный туризм, как отмечают специалисты, является высокорентабельным и поспособствует продлению туристического сезона. Хорошей новостью для туристов станет открытие этнокомплекса в урочище Чунгурчак. Там будут установлены юрты, построены деревянные утепленные дома и глэмпинги. В Чунгурчаке будут проводить и культурные мероприятия государственного значения. Наконец, будет решена одна из наболевших проблем – отсутствие чистых, безопасных и теплых общественных туалетов вдоль основных автодорог и маршрутов, ведущих к достопримечательностям. Фонд планирует строительство так называемых рестпоинтов – точек отдыха, где кроме туалетов будут душевые кабины, кофейни, сувенирные магазины, зарядные устройства, в том числе для автомобилей, а также интерактивный информационный экран. Всего по стране до 2024 года будет построено 68 рестпоинтов. Масштабный инфраструктурный проект, реконструкция и удлинение взлетно-посадочных полос аэропортов в городах Караколе Иссык-Кульской области и Разакове Баткенской области.
Это нужно для того, чтобы аэропорты могли принимать среднемагистральные пассажирские самолеты при полной загрузке. Уже заключен договор с чешской компанией по разработке ТЭО. Надо отметить и те проекты, которые уже реализованы фондом. В июле запущен первый проект – GoBus. Брендированные микроавтобусы курсируют по маршруту Бишкек, аэропорт Манас-Бишкек круглосуточно и по расписанию. В дальнейшем планируется запустить новые маршруты в города Иссык-Кульской области, охватить аэропорт Аша и другие актуальные направления. В ноябре фонд открыл туристический центр гостеприимства Босого, где гости и туристы могут получить всю необходимую информацию для максимально комфортного пребывания в стране. Специалисты подробно расскажут не только о популярных турмаршрутах, местных достопримечательностях, но и о том, как оформить банковскую карту, где арендовать жилье и автомобиль. Кроме того, для туристов и гостей организован круглосуточный колл-центр по номеру 7000. К слову, необходимую информацию можно получить уже в аэропорту Манас, где работает туристический информационный центр. За 7 месяцев работы фонда сделано немало для популяризации Кыргызской республики за рубежом. Для сотрудников загранучреждений разработана памятка о туристическом потенциале Кыргызской республики. Целевыми рынками по увеличению притока туристов выбраны Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Германия, Индия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея и Япония. Руководство фонда уже провело презентации о туристическом потенциале Кыргызской республики в Нью-Дели и Мумбаи, Сеуле и Пусане и в городах Эмиратов. Организованы национальные павильоны в Лондоне, на туристических ярмарках в Корее и Сингапуре. В последнее время как местные, так и иностранные отдыхающие все больше выбирают глэмпинги – туристические лагеря повышенной комфортности в условиях дикой природы. К лету следующего года в 18 локациях в регионах страны будет запущена сеть глэмпингов. Для реализации всех проектов необходимо совершенствование законодательной базы. Фонд поддержки развития туризма инициирует изменения в отдельные законы. Все предложения фонда направлены на трансформацию и улучшение сектора туризма. Туризм – это новые рабочие места и развитие человеческого капитала. Это налоговые поступления в бюджет и улучшение инфраструктуры. Это развитие торговли и привлечение инвестиций. Грамотно построенная стратегия по развитию этой отрасли также способна положительно повлиять на репутацию страны и поднять ее имидж на международной арене.